Начало мая ознаменовалось для энергетиков и другими заметными спортивными достижениями. В первенстве Нирингри по боксу сборная «Энергии» заняла первое командное место. В открытом первенстве по волейболу Алданского района победителями стали спортсмены открытого акционерного общества «Нирингри Энергоремонт». Кроме того, май – это последний месяц хоккейного сезона, как всегда богатого на зрелищные игры. С 12 по 14 мая на искусственном льду клуба «Энергия» проходил турнир по хоккею среди ветеранов 64-го года рождения и старше. Помимо двух нирингринских команд – Серебряноборской «Энергии» и городской «Шахтер», на соревнования приехали наши ближайшие северные и южные соседи и традиционные соперники – «Металлург» Алдан и «Авангард» Тында. Среди ветеранов нирингринского хоккея стоит отметить игру Александра Панова, Алексея Афанасьева, представителя Беркокитской школы Алексея Вита и, конечно, прославленного тренера детской команды Михаила Вышеславцева. Бессменным тренером «Энергии» является бывший голкипер иркутской команды «Ермак» Константин Фаткулин. По итогам турнира четвертыми стали алданцы, третьими – нирингринцы. Тынде досталось второе место, а «Энергия» Серебряного Бора стала победителем соревнований. Тем временем две девичьи команды клуба успешно выступили на Амурском кубке в Хабаровске среди женских команд. Старшие заняли второе место, младшие – первое. Три женские команды примут участие и в Кубке на приз президента Якутии среди юношей 94-95 и мальчишек 98-99 года рождения. Внимание первого лица республики к детскому хоккею общеизвестно. Впрочем, на двух предыдущих турнирах Вячеслав Штыров так и не появился. Может быть, третий кубок он пожелает вручить победителю лично. Об этом, равно как и о результатах соревнований, станет известно к 7 июня. К этому времени хоккейный сезон уже будет считаться закрытым.